Здравствуйте, дорогие любители растений. Маленький анонс к лекции «Волшебные растения в славянской традиции», в славянском мифе, а, который состоится в мае 14-17. А, Ну, волшебные растения – это что? Это прежде всего, конечно, деревья. Это очень сложный, многоплановый символ, да. Он используется на очень-очень разных уровнях, от космогонического, как мировое древо, затем более, так сказать, предметно в каких-то, значит, мифах, потом в обрядах, потом, значит, в поверьях и так далее, спуская вплоть до, собственно, бытового уровня. Ну, мы идем в лес, видим деревья, что-то с них собираем, что-то нет, что-то наслаждаемся просто их, так сказать, внешним видом, да. Вот. И вот с этой точки зрения, смотрите, идем мы в лес, что мы видим? Допустим, мы видим молодые березы, выросли на холме, красиво, белые, светлые, такие, все такое. Как мы называем этот лесочек? Мы его называем березняк. Ну, логично, вроде, да, березы, березняк. Отлично. Вот. Дальше. Ну, например, заходим мы в лес, и там растут осины с этими шуршащими листочками, такие все. Осиновый лес, он свой, конечно, колорит имеет, да, степень света совсем другая и так далее. Ну, нам сейчас про что? Как мы называем этот лес? Мы его называем осинник. Логично? Логично. А, Что еще? Ель. Где растет ель? Ну, понятно, что в еловом лесу, да, но в принципе есть специальное название ельник, да. Ель растет в ельнике. Где растет дуб? В Дубраве. Правильно, в Дубраве. Тут вот уже не совсем все так просто, но это мы разберем на лекции, все тайны Дубравы. А следующий вопрос: где растет сосна? В сосиннике, сосняке? Нет, она растет в сосновом бору. Почему в бору? Приходите на лекцию, разберем. А также разберем, что такое, ну, например, дуб стаиросовый, что такое глухой дуб и много всяких интересных вещей. Так что милости просим.